К другим темам председатель правительства Якутии Галина Данчикова посетила с рабочим визитом Алекминский район. Премьер-министр побывала на стройплощадках жилых домов, проверила снабжение продуктами, посетила местные семьи, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны. Рассказывает наш корреспондент в Алекминске Елена Фаст. Не просто увидеть, но уже на месте определиться с ходом дела и перспективой. Такая задача у правительственной группы под руководством Галины Данчиковой, председателя правительства Республики Саха-Якутия. У трапа группа разделилась на три. Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства, а также Министерство промышленности выехали на место разгрузки и приема грузов для реализации проекта «Сила Сибири». Галина Иннокентьевна осматривала объекты социального назначения, психоневрологический интернат и строящиеся дома по программам переселения из ветхого и аварийного жилья, а также дома для детей-сирот. Более чем требовательно рабочая группа отнеслась к качеству. Она, видимо, вся вот по этому... Где-то второго слоя, во-первых, который прижимал бы его. Человек не должен ждать устранения недостатков. Человек должен сразу получить достойное жилье. Категорично отмела все доводы Галина Иннокентьевна. Не программа создания временного маневренного фонда, я так понимаю. Вот этот дом похож на это. Программа быстроразводимого жилья на этих домах завершена. Сейчас в реализации проект каменного строительства. Но и здесь в первую очередь внимание к качеству. Еще раз отметила Галина Иннокентьевна. 2015 год – год 70-летия Великой Победы. Слова благодарности за мир на земле члены правительственной группы сказали лично каждому из 4 участников войны здесь же. Передали подарки. Валерий Михайлович Былков в знак признательности подарил свою книгу. 4 сыновей в многодетной семье Узоровых. Старшему скоро определяться с поступлением, а младший пока определяется, где лучше проехать его маленькому грузовику. Дом купили на материнский капитал. Понятно, добавили. Сделали ремонт, провели благоустройство. Поделились хозяева. Да, ну молодцы. Это хороший дом, теплый, нормальный, да? Дом нормальный, если прохладно, если что-то в котельной вдруг свет отключат там или еще что-то, то мы подтапливаем. Да, свой дом – это все-таки гораздо лучше для семей с детьми, улыбнулась Галина Иннокентьевна. Большие, они живут в своих домах. Наверное, да, потому что у нас была квартира очень тяжело, была да? На стройке. Ну, неудобно. Неудобно очень. Детям неудобно. не выйти. Детям не выйти, потом вот огород здесь свой. В ходе рабочей поездки уже в дороге было решено заехать в Алекминский собор. Заинтересовала председателя правительства и снабжение города продуктовыми товарами. Здесь же отметила, в Алекминске знаменит картофель. Почему же его нет на прилавках? Кстати, скоро будет. А вы гордитесь тем, что у вас картофель алекминский самый вкусный, но его сами алекминцы не могут кушать. Интересно? Главное – это современное овощехранилище. Тогда сможем сами себя снабжать, заметил глава района. Я вообще не пойму. Все пойму. Мне рассказывали, молока нет, тому нет. А что с картофелем? Картошки сейчас нет, потому что нет хранилища. В этом году... Ну так давайте делать. В этом году будет у нас. Уже в заключении посетили пищекомбинат «Кладовая Алекма». Местная продукция пользуется спросом. Постоянно растет ассортимент. Необходимо идти дальше, отметила Галина Иннокентьевна. Смотрели вот по объему, сколько можно, где как-то работу более усилить, чтобы побольше было сырья, и посмотреть, как переработать по Алекме. Итогом дня стало рабочее совещание. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК Саха, Алекминск.